Состоялась мировая премьера якутского фильма. На площадке Московского международного кинофестиваля показали картину «Царь-птица» режиссера Эдуарда Новикова. Ранее якутское кино уже заявляло о себе на российских экранах, и участие в Московском фестивале – это, несомненно, очередной шаг вперед. На премьере побывали и в числе первых оценили картину наши корреспонденты. Демонстрация фильма проходила в столичном кинотеатре «Октябрь» на Новом Арбате. Из 15 картин основного конкурса российских всего 2. Одна из них якутская «Царь-птица» режиссера Эдуарда Новикова. Отрадно, что якутянам удалось заявить о себе в столь престижном фестивале. Мы тоже сами в шоке. Представлять Россию и еще попасть на основной конкурс на Московский международный кинофестиваль, это для нас вообще нечто. И вот сейчас 26-го закрытия, волнуемся. Как и положено по протоколу, перед показом вся творческая группа вышла на сцену. История нашего фильма, рассказанная, показанная, можно смело сказать, что она основана на реальных событиях. Зрительскую аудиторию составляли не только россияне и любители кино. Тут было много иностранцев, кинокритиков, журналистов и, конечно же, наших земляков. Фильм был интересен и понятен. Многие впервые увидели отдаленный Алас, пожилых людей, жизнь которых нарушил орел, он-то и назван «Царь-птицей», и быт северного народа. Мне очень понравился фильм, замечательно я узнал культуру Якутии, огромные обычаи, природу, просто замечательно. И такие культуры этноса, и религиозный такие очень подход к этой картине. Я подошел к просмотру этого фильма с научной точки зрения. Тут своеобразный животный мир, необычный географический пейзаж, интересно выстроены взаимоотношения между царь-птицей и 2 пожилыми людьми. Мне это очень понравилось. Этот ритм, он так захватывает, эта энергия. То есть забываешь обо всех привычках московского человека, который природу воспринимает такой картинкой отстраненной. Все нервы обнажаются, чувствуешь себя внутри. Понимаешь, что человек, который живет в этих условиях, он вписывается в природу и все. И он уже никуда не денется, он уже привязан всеми нитками, всеми нервами привязан. Мы делали то, что режиссер просил, требовал, и все. Волнуюсь, конечно, но что-то 2 дня я уже на небе. Я сидел в кругу людей, которые пришли в гости к нам. Москвичи или гости столицы. И женщина рядом, которая говорит: знаете, я хочу сказать Якутии большое спасибо за такой фильм. Видите, говорит, я плачу. Что такое, когда зритель плачет? Это значит, зритель, говорит, оценил этот фильм. Итак, мировая премьера якутского фильма состоялась. Именно мировая, ведь Московский международный кинофестиваль относится к категории А. И здесь демонстрируется только высокопрофессиональное киноискусство. Наталья Созвонова, Михаил Кулаков, Москва.